Случай, который произошел в Азнакаево, очень, я бы сказал, явно характеризует, насколько стал жестким этот информационный мир. И, пожалуй, профессия учителя больше всего страдает из-за этого. Наши коллеги под пристальным вниманием, и мы посмотрели, как можно в одночасье стать изгоем. И я, конечно же, не оправдываю поступок этого учителя, его не оправдывают мои коллеги, но мы все живые люди, мы живем не просто в каком-то обществе, в школьном. Это большая, не всегда дружная семья, но эту семью надо вести не год, не два, а как минимум 11 лет, и поэтому в этой семье может происходить разное. Давайте вспомним, сколько ошибок простили нам наши учителя. И кем бы мы стали, если бы не были прощены в том или ином случае. И я думаю, что как живой человек, наш трудовик, а очередь на эти специальности не стоит, и пострадает прежде всего тот класс, тот маленький коллектив, который снимал этот ролик, пострадают прежде всего они, потому что у этого трудовика, по крайней мере, это мнение не только родителей, это мнение всего большого коллектива школы, у него руки вставлены, как в народе говорят, тем местом. И поэтому он еще многому может научить наших ребят. Я думаю, что и ребята имеют право на ошибку. Для меня, как для министра, как для руководителя отрасли, очень важно обеспечить защищенность тех людей, которые в этой отрасли работают. Они очень ранимы. Это творческие люди, которые отдают себя полностью для того, чтобы сделать из своих учеников личности, которые двигали бы вперед нашу татарстанскую, российскую, да и мировую экономику, культуру, искусство. Поэтому я порекомендовал нашим коллегам, и сейчас это настойчиво делаю, разобраться в этой ситуации и принять решение по дальнейшему трудоустройству нашего с вами коллеги.